февралю 1904 года в Якутске собралось около 50-60 человек полицейных социал-демократов, которые решили добиться отмены наиболее незаконных и жестоких распоряжений по отношению к ссыльным. Эсеры их не поддержали. К тому времени условия содержания полицейных были ужесточены. Им не оплачивался проезд на обратную дорогу, не разрешались небольшие отлучки с места ссылки, не давали лошадей на проезд. За ними велось постоянное наблюдение. Из центральных улусов их стали пересылать на окраины Якутии. Запретили даже приезд в Якутск по неотложным делам. В Якутске и его окрестностях тогда находилось около 120 полицейных. Протест начался 18 февраля 1904 года в доме якута купца Федота Романова, где забаррикадировались 42 полицейных под руководством Виктора Курнатовского и Антона Костюшкова-Люжанича. Написали 3 листовки с объяснением своего протеста. Запаслись оружием. Дом укрепили мешками с песком, толстыми досками. Отправили письменный протест губернатору Чаплину, где выдвинули свои требования. Своевременная отправка ссыльных, у которых закончились сроки пребывания, обратно на казенные деньги. Разрешение отлучек с мест ссылки, запрещенных с осени 1903 года. Предоставление свиданий с приезжающими товарищами. Здесь же они говорили, что не остановятся перед крайними мерами, если не будут удовлетворены их требования. Губернатор отказался выполнять их требования, собрал солдат гарнизона и начал осаду дома. 4 марта солдаты начали атаку, разбивали окна, закрывали ставни окон. Затем начался обстрел дома. Тогда романовцы открыли ответный огонь, застрелили 2 солдат. Пули из винтовок пробивали стены дома. Было произведено около 2000 выстрелов. Позднее был тяжело ранен Костюшкова-Люжанич. Силы были неравны, и оставшиеся в живых решили сдаться. Утром 7 марта романовцы вышли из здания после 18-дневной осады и были арестованы. Летом 1904 года в Якутии романовцев судили и приговорили к 12 годам каторжных работ. Однако в результате Первой русской революции уже в октябре 1905 года все они вышли на свободу. Якутский протест был услышан во всей России. Он не прошел бесследно, оказал немалое влияние на ход революционной борьбы. Мятеж романовцев поддержали 20 полицейных Верхоянска, 30 вилюйских, 18 алекнинских, среднеколымские ссыльные и многие другие революционеры в Сибири. В Лондоне, Женеве и Берлине прошли интернациональные митинги солидарности. Протест поддержали и 600 рабочих Минска, 400 рабочих Могилева, 370 рабочих Двинска, рабочие Твери, Иркутска и многих других городов России. Режим содержания полицейных в Якутии был несколько смягчен. Дело романовцев сыграло значительную роль в борьбе с царским режимом.